прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Элитное подразделение. Рамзан Кадыров проинспектировал строительную площадку, на которой в скором времени появится база для нового батальона имени Байсангура Биноевского. На каком этапе идут работы? Грозный – лидер по качеству жизни. В Грозном улучшают инфраструктуру города, прокладывают дороги и тротуары, обновляют подземные коммуникации. Наша столица победила сразу в 2 номинациях финансового университета при правительстве России. Валентина Гусевская расскажет о городе, который не оставляет равнодушным никого. В честь самого главного человека в жизни – в столичном центре образования имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова прошел праздник, приуроченный ко Дню матери. Какие номера представили ребята, поделится Мадина Нуцалчиева. Рамзан Кадыров проинспектировал строительную площадку, на которой в скором времени появится база для нового элитного батальона оперативного назначения имени Байсангура Биноевского войск Национальной гвардии России. На ее территории разместятся плац, казармы, столовая, мечеть, гараж и спортивные залы. Лейла Муртазова расскажет, на каком этапе работы. Рамзан Кадыров в очередной раз проинспектировал строительную площадку будущей базы батальона оперативного назначения имени Байсангура Биноевского и проверил, как обстоят дела на объекте. В ходе нее командир подразделения Бекхан Челаев доложил, что личный состав усиленно готовится и осваивает военное дело. Ja, hier is wel haldo шадеком, алхамдулилlah шавик, импрессиош. После хауша не вани яшкос. Вет хауэтен. Вет бен мело. Bij ministers, wij waren deze hier over helemaal door Limsir Hamza. والله وهذا بيت حاليا كبير طبعا بيقولوا محقق شاش مصر من جيش لبوس أمال أصلا. На стройплощадке активно достраивают возведенные объекты. Специалисты занимаются внешними и внутренними отделочными работами. Благоустраивается вся территория воинской части. Начальник участка рассказал главе региона о некоторых деталях строительства. Самая приоритетная задача в строительстве базы – это сделать все на высоком уровне для комфортности проживания и эффективности несения службы бойцам. На объекте уже имеется мечеть, гараж и спортивный зал. Отметим, что весь процесс строго контролирует руководитель субъекта. Мы построили здесь столовую, КПП, на 20 единиц техник, бетон залили, вот видите, готова площадка, и ведется работа, наружные сети уже почти заканчиваем. База будет отвечать всем современным стандартам, и совсем скоро в ней разместятся 300 сотрудников батальона, которые будут с честью и верой служить Родине на созидательном пути первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Лейла Муртазова, Магомед Бараханов при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Бойцы спецназа «Ахмат» совместно с 4-й мотострелковой бригадой успешно противодействуют атакам со стороны вооруженных сил Украины. Противник предпринимает тщетные усилия для взятия местности близ Клещеевки под свой контроль. Турпал Тайсумов с подробностями.
Кола, давай, один огонь. Вот так, близ Клещеевки, спецназ «Ахмат» совместно с 4-й мотострелковой бригадой борются с попытками атаки со стороны вооруженных сил Украины, которые хотели взять под контроль данную местность, но планы были абсолютно тщетны. Примерно вчера, да, был очень сильный накат. Были очень обученные специалисты айдаровцы. Трупы тоже я могу показать, да, действительно. Оттуда ушел всего человек 4-5. Ребята очень достойные. С 1-го батальона, с 4-й бригады, 2-го армейского корпуса и со спецназа «Ахмат». Ребята очень четко сработали. До туда дошли они сперва, закрепились и выдержали такой накат. Выдержали, отстояли свое и не отдали ни метра. Все, мы закрепились, любой айдаровец, любой, кто у них есть, Азов, да, у них еще, Азов, кто у них еще круче есть. Вот мы простые работяги, кракены тоже мы простые бойцы, которые приехали в свою страну, интерес своей родины, своей страны защищать. Мы простые, мы любого рады видеть там. В режиме реального времени на экране видна атака противника, но с помощью дронов эти попытки были пресечены. Да, если не хотят сдаться, уничтожить. По словам командира 1-го батальона 4-й бригады вооруженных сил России с позывным «Шустрый», недавно при боевом столкновении удалось ликвидировать командира одного из вражеских отрядов со стороны Украины. Аптий Аронович докладывал, что убит командир роты Айдару, позывной Лева. Это 100% была информация. И чтобы его труп забрать. Как ты понял, что это Айдар? Мы все разговоры, все слушали, все знали, кто идет, как идет и откуда идет. В качестве трофея бойцы захватили оружие, используемое укрнацистами. Оно натовского производства. С его помощью можно пополнять собственный боезапас. Дефицита, конечно же, нет, но количество тоже имеет значение. Перед мощью российской армии киевский режим бессилен. Турпа, Лолита Исумов и Магомед Бараханов. Вести. Чеченская республика. В череде многочисленных праздников, отмечаемых в необъятной стране, есть день, занимающий особое место. В последнее воскресенье ноября по сложившейся традиции во всем мире отмечается День матери. В столичном центре образования имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провели мероприятие в преддверии праздника. Присутствовала на ней первая леди республики Медни Кадырова. Репортаж Мадины Нусалчиевой. День самодельных открыток и теплых слов благодарности самому главному человеку в нашей жизни. Праздник, которому никто не сможет остаться равнодушным. В России у этого дня нету какой-то определенной фиксированной даты. Его принято отмечать последнее воскресенье ноября. В 2023 году он выпадает на 26 число. Праздник, посвященный Дню матери в Центре образования, начался с приветственной речи министра образования и науки Чеченской республики Ходжбауди Дааева. Посетили его первая леди региона Медни Мусаевна и начальник департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырова. لارا عاموش قوش حباخش قطع دولا ديشر علما إدقي تأخير دو كل تقرتنيجا شيرنيجلار ديوزلير بيزنبو تسينسا قطع دول برك تعديد دال داعي برك تيول شو دايك داقيل دوش شو دوق داخل تاق مرج ليل شو تاق مرج هو مخكن إرسن داخل دول شو دال داعي برك تيول. Самый главный и ценный подарок вашей жизни – ваши дети. С такими словами представили выход учащихся начальных классов. Они рассказали стихотворение на родном языке. Не упустили возможности признаться в любви мамам Хасан, Хусейн, шейх Мухаммад и шейх Ахмед Кадыровы. Allah sanhami sovina nana ta andi qarawi ruitiso asta ai tirat kal khadaza mawaitani hush yaluso irsiakan dinaha busa sanhami nana lahakan daim nasibatka. После ученицы 3 класса исполнили трогательную песню «Санана». В их числе была и Эйсет Кадырова.
качестве одного из ведущих концертную программу вела внучка первого национального лидера Ашура. Мы поздравить нынче рады женщин всех, кто с нами рядом, но отдельно поздравляем наших бабушек и мам. И с любовью посвящаем наш концерт сегодня вам. Мамы лучше всех знают повадки и привычки своих детей. А что же больше всего любят и чаще всего говорят они малышам, первоклашки рассказали в своем ролике. Что чаще всего говорит тебе мама? Убираться, говорит, обувь поправлять. 5 минут сиди на телефоне, потом читай книгу. Убираться. Следующий музыкальный подарок прозвучал уже в исполнении учениц 2 класса. Привет, моя родная мама. Прости меня за все, мама. Знаешь, мама, мне трудно без тебя. Я не могу, я так скучаю, мама. Профессия учитель требует огромного терпения. Сложности этой работы учащиеся 2 класса в шуточной форме продемонстрировали в своей веселой сценке. Абдуллах Кадыров в ней сыграл директора. Я не знаю, на каком языке с ними говорить. Волос был урок с Амина. Евгений Онегин, Хаязина, Тамобах. Делдах Асантаязина. Укобох Саворхе дата лела мод беташ. Амина Исаева, Шех Тамаяла, Сума Хошкода, Масуишу, Масухума Хушну, Нагасан Евгений, Онегин, Язина, Хошкода, Вода, Вани Сакару, Руца, Шикуют. Прозвучало еще немало стихов и песен. Объединяло их всех одно. Они посвящены самым лучшим и любимым матерям. В завершении события дети передали мамам пышные букеты. Мадина Слачиева, Сайд Али Ампукаев и Сайд Сельм Ампукаев. Вести, Чеченская Республика. С начала специальной военной операции наши соотечественники непрерывно борются с неонацизмом. Каждый день добровольцы пополняют ряды вставших на защиту Отечества и ее духовных ценностей. Любовь к родине прививается с детства, и важную роль в этом играют матери. Указом Рамзана Кадырова за заслуги в деле укрепления Института семьи и воспитания детей, чья деятельность снискала уважение и общественное признание, наградили медалью Нинанси «Материнская слава» Зарету Курмагомадову, мать командира 3-го отдела МВД России по Курчелоевскому муниципалитету Хосейна Курмагомедова. Он погиб в апреле 2022 года, выполняя боевое задание в Луганском направлении. Грозный победил сразу в 2 номинациях престижной премии финансового университета при правительстве России. Это лидер по качеству жизни и лидер по оценке качества работы городской власти. Оценка осуществлялась на основе социологического мониторинга и открытой статистики. Валентина Гусевская о теплом и колоритном городе, который влюбляет в себя с первого раза. В Москве прошла церемония вручения премии финансового университета при правительстве Российской Федерации в области качества жизни. По результатам конкурсного отбора Грозный был признан победителем сразу в 2 номинациях – лидер по качеству жизни и лидер по оценке качества работы городской власти. Вручили награды мэру Грозного Хасмагомеду Кадырову. Победил город Грозный. Для вручения премии на сцену приглашается мэр города Грозный Хасмагомед Хахмамедович Кадыров. Оценка качества жизни в городах выявляется на основе социологического мониторинга и открытой статистики, что делает конкурс более точным в выборе победителей. В прошлом году столица региона заняла 3-е место. В этом стала единственным городом-лидером сразу в 2 номинациях. Развитие города Грозного является важнейшим фактором для экономического роста всего региона. Благодаря всесторонней поддержке главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича, его усилиям и неустанному труду мы имеем возможность делать все необходимое для улучшения жизни горожан, создания комфортной городской среды, укрепления экономических показателей, создания благоприятной среды для инвесторов, социального блока и других направлений. Непрерывно в Грозном улучшают инфраструктуру города, прокладывают дороги и тротуары, обновляют подземные коммуникации. Эти работы способствуют безопасному передвижению и комфортному проживанию для горожан и гостей столицы региона. С каждым годом в городе появляются новые парки и скверы, детские спортивные площадки. Активно идет реализация национальных проектов, строительство и открытие социальных и культурных объектов, жилых комплексов. В городе Грозном я живу недавно, но постоянно сюда приезжаю. Сейчас я здесь живу уже. В целом, я считаю, что город Грозный, наш город Грозный является очень чистым. Здесь достаточно много парков. Правда, я еще не во всех побывал.
но обязательно планирую это сделать. Вот, поэтому считаю, что в целом удобный, чистый город, комфортный. Но я думаю, всегда, опять же, есть что улучшать. Поэтому думаю, что он станет еще удобнее и еще красивее. Количество туристов увеличивается с каждым годом, привлекает быстрое развитие республики. Эдуард Бекметов из Владикавказа побывал во многих городах России и давно мечтал посетить Грозный. Наконец, его мечта исполнилась. Первое впечатление: очень красиво, культурно, люди отзывчивые. Инспектора здесь лояльные у вас. То есть остановился, можно сказать, в неположенном месте, подошел инспектор, я объяснил ситуацию, что где мне припарковаться, он мне все показал, объяснил, рассказал. По словам гостя, дороги Грозного оценил бы на твердую 4 с плюсом, чтобы было к чему стремиться. Однако, если посмотреть на стремительное возрождение послевоенного города, на то, как быстро и, главное, качественно возводится инфраструктура, можно сказать с уверенностью, оценка 5 не за горами. Валентина Гусевская, Шамсудин Джабраилов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Новая группа добровольцев вылетела из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Они прошли военную подготовку у лучших инструкторов в Российском университете спецназа. Каждый боец заключил контракт с Министерством обороны, что гарантирует им все льготы и социальные гарантии. Проводить их прибыли представители власти. Репортаж Натальи Депутатовой. Ассаламу алейкум. Уже традиционно проводить очередную группу добровольцев в зону проведения специальной военной операции на Украине прибыли председатель парламента и руководители силовых структур региона. Магомед Даудов обратился к новобранцам с напутственной речью. У нас возложена задача по защите нашей Родины. От тех традиций, которые чужды для нашего народа, для целой нашей страны. У нас народностей очень много. Вы сами знаете, видите и слышите, какую пропаганду наши, в кавычках, соседи хотят внедрить в общество Российской Федерации. Но, иншаллах, это у них не пройдет. Мы каждый день бьем врага, уничтожаем их, продвигаемся. В частности, легендарный спецназ «Ахмат». Очень хорошие результаты за последние дни и недели. Очень хорошие. И, иншаллах, вместе, плечом к плечу, все национальности нашей необъятной страны, все представители всех религиозных конфессий стоят бок о бок, плечом к плечу, как братья. Все добровольцы, которые отправляются из Грозного на Украину, настроены патриотично и решительно. Конечно же, здесь бойцы и из нашей республики, которые также едут защищать Родину. Взвод полностью экипирован всем необходимым. Новобранцы готовы к выполнению всех поставленных руководством страны задач. Перед отправкой они прошли боевую подготовку в Российском университете спецназа. В РУСе хорошая подготовка идет, чем остальных, чем своего региона. Много у меня друзей едет, я второй раз еду, иншаллах, если будет, несколько раз буду ехать до конца СВО. Самое главное, все братья, мусульмане, русские, имеют значение национальности. Самое главное, все ехали, жив, здоров, свой близко возвращались. И побыстрее, чтобы война закончилась, и Путин добро дал Палестине ехать, мусульмане поддерживать. Ахматилла, Аллаху акбар. Как и многие другие, отправляющиеся в зону СВО, коллектив многонациональный. Здесь есть и те, кто впервые едут на Украину, и те, кто уже прошел боевое крещение по несколько раз. Любая война – это плохо, но здесь под угрозой моя родина, люди, дети, мои ребята, с кем я служу. Это мой долг. Бойцы будут служить в легендарном подразделении спецназа «Ахмат», который обеспечивает всем необходимым региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. И амуницией, и питанием, и медикаментами. С начала СВО сотни тысяч патриотов уже вступили в ряды добровольцев, чтобы защитить нашу родину от нависшей угрозы нацизма. Уже через 2 часа самолет приземлится в Ростове-на-Дону, а уже оттуда бойцов на автобусах отвезут в Луганскую Народную Республику, где позже пройдет распределение в зоне СВО. Наталья Депутатова, Аслан Ахматов, Вести, Чеченская Республика.
За вклад в реализацию молодежной политики и в связи с празднованием Дня молодежи наградили журналистов региональных средств массовой информации. Благодарственные письма вручили от Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике. Среди награжденных работники нашей телерадиокомпании передал их руководитель республиканского общественного движения «Турпалхой» Джабраил Абдулвагапов. Он выразил искренние слова благодарности, отметив важность работы в данном направлении. Очень приятно, что нам оказывают такое внимание разные министерства. На этот раз Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике вручили нам благодарственные письма. Это безумно приятно. Вот такие вот моменты нас мотивируют и дальше работать. Хочется выразить огромные слова благодарности. Дерейсхал. В Национальной библиотеке имени Абузара Айдамирова состоялась презентация социального проекта «Бийц Нохчемот». Он направлен на популяризацию изучения, сохранения и развития чеченского языка среди молодежи. В мероприятии приняли участие почетные гости и высокопоставленные лица. Об уникальном феномене, хранящем в себе духовную культуру, языке, в следующем сюжете. Чеченский язык, крупнейший из относящихся к нахской ветви группы кавказских, имеет несколько диалектов и статус государственного. По мнению руководителя Ассоциации учителей чеченского языка Азы Бергоевой, карточки с редко употребляемыми словами, высказываниями известных людей является еще одним шагом, который позволит положить конец разночтениям. جوخ ترجوني على توشتوتسو هوش مخلرة ويدقوا يشتول جوار كي بيرش بيري باش مشكاحة شدوز لشكاحة امشي ارسي موت امشي ارسي موت بيجدو داقا تسود ارسي موت خيرم نوغدات ستلا شي موت وقر شي موت خا بيز الخيطون تسندلا شي موت خاريحة تانا غداش اشتخيرو الخيطون هارتخي проект. В Зимнем зале Национальной библиотеки имени Абузара Айдамирова состоялась презентация проекта по популяризации родной речи. В зале собрались ученые, писатели, чиновники, общественные деятели и все те, кто неравнодушен к чеченскому языку. И ночи кам металлатоа, и ночи республик силахлита, луша, аур бабешвека, аур дог олилшвека, дал мокшмерша, сидолш, ирстолш уахуэль. Проект «Нохчемот Бийца» реализуется на грант главы республики. В рамках нее уже проведены конференции в университете, а в школах викторины и брейн-ринги. Арсенал проект чога мехалюй. ناخچی پچالقنا ناخچی قامنا مدلچی سوهودان الچی ناخچی مات بیتسریا ناخچی مات هیوریا اینن مات جگر باخریا آیوکش بلخشتوش اخ ازوی میخل دو پیدا دو دال مقلاویتنا برکت یوتسدو الله و نیت دو تیشمو دال مقلا. Развитию родной речи уделяется пристальное внимание. Был учрежден специальный день и отмечается он ежегодно 25 апреля. А на официальном сайте Академии наук региона работает виртуальный словарь. А еще 2023 в республике объявлен годом чеченского языка. Выдающийся лингвист Дмитрий Ушаков писал: «Дети усваивают, и для них делается родным тот язык, на котором говорят с ним взрослые с самого детства. Чеченский язык изучается во всех общеобразовательных организациях республики как предмет преподавания. Однако, несмотря на это, сегодняшние спикеры отмечают, проблема слабого уровня владения родной речи в том, что родители недостаточно говорят с детьми на нем». Рамзан Абуев, Мовсар Хаджиев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. ВТБ открыл офис нового формата в Грозном. Концепция проекта банка «Умная точка продаж» основана на персональном внимании к посетителям и высочайших стандартах банковского сервиса. О возможностях предоставления услуг расскажет Амина Тупилагова. Впервые офис ВТБ в Грозном открылся в начале 2020 года. С первого дня работы он обслуживает как корпоративный, так и розничный сегменты рынка. С тех пор количество клиентов республики неуклонно растет.
В 2023-м активная клиентская база физических лиц в регионе превысила 60 тысяч. В этой связи возникла необходимость в открытии отдельного офиса специально для частных клиентов. Торжественное мероприятие собрало гостей. И даже такая привычная процедура с перерезанием ленты здесь была оригинальной в стилистике ВТБ. На площади 136 квадратных метров созданы уютные рабочие зоны. Новый инновационный формат отошел от типичного представления банковских отделений как в интерьере, так и в обслуживании. Новый формат заключает в себе в том, что здесь нет привычных окон, как в обычном офисе банка. Приходит клиент, берет талончик и садится в зале. К нему уже подходит менеджер с планшетом и начинает уже работу с клиентом. То есть клиент не ждет, пока его там вызовут. Аслан Евкуров является постоянным и преданным клиентом банка. Мужчина говорит, что за качественным сервисом и широким спектром финансовых услуг не лень приехать и из Ингушетии. Отношение к клиенту очень правильное здесь, относится правильно, обслуживает быстро, автоматически, не задерживает много, времени не проходит. Все у них отлично, там с картами, с обслуживанием везде. Поэтому я даже с Ингушетии приехал специально на это открытие банка. В стремительно развивающейся Чеченской Республике сфера финансов имеет огромное значение. Кредитный портфель розничного сегмента ВТБ в регионе составляет 2,5 миллиарда рублей. 2/3 всех заемных средств приходится на потребительские кредиты. При этом в 2023 году на первое место вышло ипотечное кредитование. Когда восстанавливалась наша республика, все строилось заново, первый президент Чеченской Республики уделял пристальное, особо важное внимание развитию финансового сектора, как коммерческого финансового сектора, так и государственного финансового сектора. Будем надеяться, что кредитные организации и далее будут, безусловно, продолжать развивать свое присутствие и будем всячески предпринимать те меры, которые от нас зависят. Для банка важен комфорт каждого, поэтому вход в офис адаптирован для визита людей с ограниченными возможностями здоровья. Установлен пандус со звонком. Также для удобства клиентов есть и парковка. Отдельного внимания заслуживает и выбор расположения в самом центре города по улице Хамзата Арзамиева, дом номер 45. Прямо напротив крупнейшего на Северном Кавказе торгового центра «Грозный молл». Амина Тупилагова, Аслан Ахматов, Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. Встреча, посвященная Всероссийскому дню правовой помощи детям, прошла в стенах Грузинского центра социальной помощи семье и детям. В мероприятии приняли участие представители регионального управления Министерства юстиции России, Министерства труда, занятости и социального развития и Министерства образования и науки, а также адвокатской палаты «Низам». Собравшиеся обсудили административные правонарушения, совершенные в отношении несовершеннолетних, уголовную ответственность за нарушение прав детей, права и обязанности ребенка. Подобные мероприятия проводятся ежегодно. Главная цель – правовая помощь ребятам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также широкое информирование граждан о возможностях системы бесплатной юридической помощи. В этом участвуют все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.